Это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Мы рады приветствовать вас, друзья. Смотрите, в чем я сейчас в такой шикарной спецодежде, в каске с фонарем. Это значит, что сегодня у нас речь пойдет о руднике. Мы находимся в городе Алекминск. Здесь, если я не ошибаюсь, единственный в республике, гипсовый рудник. И рядом со мной находится Дмитрий Тимофеевич, это главный инженер рудника. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в целом, вообще, действительно ли это единственный рудник по республике? Да, все верно. В республике Саха-Якутия это единственный рудник по добыче гипсового камня. Угу. Буквально в прошлом году, я думаю, наши телезрители тоже помнят, у меня был перелом ноги. Я был в травмпункте очень много раз и видел, понятно, что с гипсом мы сталкиваемся, конечно, в такие ситуации, когда, в некоторых ситуациях при переломах он накладывается на руку, ногу, на конечность, которая сломана. Где еще используется гипс? На сегодняшний день непосредственно продукция нашего гипсового рудника поставляется единственному, к сожалению, покупателю. Это Якутцемент, наш завод по производству цемента в Якутии. Используется как вяжущее вещество в цементе. Надо сказать, что единственный покупатель, но очень хороший, я бы сказал. Якутцемент это крупное предприятие. Все равно объем небольшой по сравнению с возможностями рудника. Но надеемся, что в ближайшем будущем найдется дополнительное применение нашему камню. Как известно, идет сейчас газификация района, и надеемся подключиться к этой программе. Если это удастся, то, возможно, здесь будет возможность наладить какое-то производство. Гипс может использоваться во всех строительных смесях гипсовых, производстве гипсокартона, позагребных плит, блоков и всевозможных изделий из гипса. Точно, Дмитрий сейчас мне открыл целый действительно гипсокартон, само слово. Он, по-моему, используется абсолютно во всех домах. И даже сейчас я вспомнил, еще и скульпторы же из гипса делают. Все верно. Вот такое обширное применение у гипса. Но мы не будем тянуть время. Давайте сейчас узнаем, как схематически выглядит сама шахта. Испытано на себе. Друзья, сейчас, прежде чем зайти внутрь, давайте ознакомимся с примерной схемой, не примерной, а точной схемой рудника. Вот здесь есть карта. И вообще, с какого года работает рудник? Исторически, как мы наводили справки, рудник существует с 1931 года. Это добыча велась кустарным способом, то есть какие-то копатели, старатели, не было ни разведки еще, то есть был выход на поверхность камня, и нашли, и что-то отрабатывали. В 40-х годах прошла уже разведка геологическая, утвердили запасы предварительные, потом была доразведка, и в 50-х годах уже началось непосредственно промышленное освоение месторождения. То есть довольно-таки старый рудник у нас. Да, это уже скоро будет 95 лет. 95, скоро 100 даже, я бы сказал, да? Рудник наш, месторождение представляет собой пласт горизонтальный. Мощность пласта это толще, начиная от 8 до 12 метров мощность пласта. Выходит непосредственно на поверхность на урезе реки Малая Черепаниха. То есть у нас вскрывающие выработки непосредственно с поверхности заходят прямо в гипс, пласт гипса. Вот у нас основная откаточная выработка, это штольня номер 6. Это вход в шахту, уже в рудник. По новому плану горных работ у нас был освоен новый рабочий участок.
проведены дополнительные выработки, это уже все новая отработка. Мгм. То есть изначально распространение горных работ шло прямолинейно до Мгм. границы шахтного поля, разведанных запасах. То есть мы это все отработали здесь и осваиваем новую территорию, так Мгм. скажем. Масштаб это вот примерно отсюда до сюда, Да, это сколько? вот здесь до границы было километр. Километр. Да, То есть это по где-то прямой. метров 800, да? Да, то есть Вглубь, здесь, вглубь горы. да. Мгм. Вот, мы дойдем непосредственно до рабочих участков и будем работать в камере номер 7. Мгм. Здесь у нас всего 9 камер, начиная от 1 до 9. Мгм. У нас рабочее место будет камера номер 7. Мгм. Ну, вообще, действительно, очень такая полезная для меня информация, потому что я толком не представлял, как это выглядит вообще рудник. Рудник это что-то для меня несколько другое. Тут еще и шахта, она еще и горизонтальная. Я думал, куда-то спускаться будем, да? Первый вопрос был по телефону. То есть, на сколько метров вниз мы будем спускаться. А оказывается, все идет по пласту, да? Да. И в горизонтальной плоскости. Соответственно, мы сейчас где-то около километра, да, пройдем Да. пешком до места. Ну что, друзья, пойдемте с нами. Испытано на себе. Друзья, ну сейчас мы держим путь в сам рудник. А еще далеко, да? Вот, Вот уже почти дошли. Вот. Как видите, прямо в горе несколько. Это тоже вход был в шахту, да? Да, это тоже устье штольни, Мгм. штольня номер 5. То есть здесь уже гипс. Все, гипс уже пошел. Да, здесь у нас непосредственно склад гипсового камня, готовая продукция. Вообще у нас два склада. Это склад номер 1 и вот вдалеке склад номер 2. То есть сейчас у нас заготовлено уже порядка 30 тысяч тонн гипса, готового к отгрузке. А потом выгружать сразу во время навигации, да? Да, навигация, погрузка на баржи. А их не сломаешь рукой? Нет, не сломаешь. Это, я думал, он... Это прям камень же. Камень. Я думал, такой, знаешь, как Не-не-не. известка, что такое, не, да? Крепкий. Это называется гипсовый камень. А как из него потом получают вот... Гипс это же порошок сам по себе, да? Ну, процесс довольно-таки сложный. То есть получить алебастр, строительный гипс, это надо его передробить, измельчить на мельнице, обжечь в специальной печи под специальной температурой, выпарить одну молекулу воды, и получится только тогда строительный гипс. Не все так просто. Да, не Я думал, уже готово, можно Нет. что-то лепить из него. Супер. Ага, и вот это получается заготовка уже готовой продукции. Да. То есть он не боится, по идее, влаги? Нет, ничего. Все, интересно. Основная откаточная выработка, штольня номер 6, по которой двигается транспорт с добытой рудой. Мгм. То есть мы сейчас идем вглубь, Да, практически двигаемся. на целый километр, включаем фонарики, да? Да. И еще вот я всегда хотел спросить, что это такое? Средства индивидуальной защиты, самоспасатель индивидуальный. То есть в случае аварии у вас будет запас кислорода, пригодного для дыхания, в непригодной для дыхания среде. То есть если задымление при пожаре, либо в завале, когда отсутствует воздух, вы сможете в течение 45 минут дышать нормальным воздухом. То есть двигаясь в направлении выхода, допустим, вот, спокойным движением. Ну, действительно, средства безопасности, они, конечно, всегда, ну, тем более вот на таких производствах, это вообще обязательный атрибут. Но перед съемкой мы разговаривали с Дмитрием, и Дмитрий сообщил, что в целом гипсовый рудник, он по уровню безопасности, ну, как бы, как это можно сказать, не так опасен. Да, То есть, как многие другие рудники и шахты, да. Ага. То есть это отсутствие воды, газов. Взрывоопасной среды, да, это газа и пыли, воды, притока воды, горных явлений, ударов
выбросов и так далее. Мгм. То есть у нас нет крепи, естественное поддержание массива. То есть Даже вполне, да, ничем не поддерживается. просто Всё стоит. сам гипс сам монолитно. себя монолитно Да. держит. Да. Так, ну что, уже нужно посмотреть, уже нужно зайти непосредственно в сам рудник. Ну что, да будет свет. Готовы? Сейчас исключен фонарь. Ага, мы также перед съемками, ну знаете, сегодня очень тепло в Алекнинске, плюсовая температура. Я говорю, нужна ли телогрейка там внутри? Ну, Дмитрий сказал, ну я, говорит, мерзляк, я вот всегда ношу телогрейку. Если что, в целом я думал, ну будем двигаться, да, то есть и сейчас мы зашли в рудник, я ощущаю, что, мне кажется, я километр не пройду. Ну, посмотрим. Главное движение. Начать работать. Да, главное начать работать. Да, и все будет. Это вот такая вот пыль, да? Да, ну, и стирается, то есть при движении транспорта все равно измельчается. Слушай, Вот это все гипс. Здесь у нас находится очистная камера. Вот. Откатка отбитого гипса производилась рельсовым транспортом. Здесь были проложены рельсы и двигался электровоз с вагонками. Вот. Здесь на такой площадке устанавливалась скреперная лебедка, и ковшом оттуда вытягивал гипс, и через погрузочный полог, через отверстие производилась погрузка гипса в вагонетке. Сейчас технология у нас поменялась, прошло переоборудование, перевооружение рудника техническое, и с 2020 года у нас погрузчик и самосвал на этих работах задействован. То есть полностью технология поменялась. Понял. А скажи, вот, Дмитрий, температура всегда здесь такая? И летом тоже? Температура, да, постоянная в Вот руднике. Ну, такая. зимой чуть холоднее, летом чуть теплее, но все около нуля. Ого! Что себе? Ну, за счет теплоотдачи пород, то есть зимой мы нагнетаем холодный воздух, породы остывают, летом Отдает. заходит теплый воздух и прогревается обратно. И вот в 2020 году при перевооружении полностью пришлось изменить профиль выработки, то есть расширить, углубить, чтобы могла уже самоходная техника передвигаться. Это вот по новому проекту. Ну, тут действительно место такое, что, по-моему, ну, грузовик, да? Да, Спокойно. самосвал. У нас задействован КАМАЗ Ага. на доставке руды. Ага. Друзья, сейчас вы можете наблюдать, как погрузчик забирает уже полученный гипс, да, правильно? И загружает его в самосвал. Ну, можно же это называть гипсом? Или это Гипсовый камень, да. гипсовый камень? Да. Ага.
Ну и в целом надо отметить, что действительно, так как стены белые, да, то есть гипс сам такой светлый, освещение и в целом даже комфортно. То есть, ну, фонари Ну у да. нас по стоку поскольку, да, то Да. есть используется. В целом Ну, это такой основная откаточная выработка, она освещается. В рабочей зоне тоже есть свет. В прошлом году буквально мы установили светодиодную ленту специальную, шахтную. Мгм. И все направлено на улучшение условий труда работника. Да, здорово. Здесь у нас гараж подземный. Подземный гараж? Да, здесь отстаивается техника. О. Это здесь стоит ПДМ и А я правильно КамАЗ. понимаю, если на улице минус 50, пусть даже, да? Да. То здесь тоже 0, да? Ну, около минус 0. 5, допустим. Минус 5. Спокойно, то есть Да, техника стоит, не подогревается ничего, как в гараже. здорово. Да. Мгм. А вот эти выработки мы все заново прошли, чтобы выйти на новый участок Ага. добычи. То есть это вот именно уже новый участок Да, да. поворачиваем. Сейчас вот к нему продвигаем. Вот это все вручную, то есть это да. на эту высоту человек подходит и... Ну, штробит, да, да, или как? с подъемного устройства. Ага. Что такое Ничего, согреваешься. антуражное. Нормально. Здесь место взрывника. Вот это? Да, Кабинет, отсюда, офис? Отсюда производят взрывник. Сюда То есть приходит магистраль. он делает закладку и потом сюда Да, бежит, да? потом сюда выходит. Способ добычи у нас буровзрывной. Буровзрывной. То есть проходчики бурят шпуры, взрывник закладывает взрывчатку и взрывом производится отрыв Ага. массы. А находили что-нибудь доисторическое? Нет? Нет. Вот мы вышли на основной наш новый добычной участок, транспортный штрек и непосредственно очистные камеры. Всего их 9 на этом участке. Вот эта камера номер 1. Через нее мы попадем, через этот вход попадем в рабочую зону. А что такое, почему она называется очистная камера? Очистная камера — это выработка, из которой производится основной, ну, выбирается основной объем камня. То есть выработки подготовительные, нарезные. Нарезные — это то есть вот то, что мы прошли, это нарезные выработки. Они нарезают очистную площадь вот этот. Потом идут подготовительные, такие как вот нарезной штрек, допустим. И дальше уже очистная камера, из которой берется основной объем камня. Вот сейчас мы увидим масштабы. Так. Закрывай за собой дверь, да? Да, обязательно. Где здесь затов? Все. Телефон. Так, ну основная у нас очистная выработка, камера номер 1 очистная. Таких камер, как я сказал, у нас 9 штук. 9. Да. Параметры выработки: ширина 10 метров, высота 6 метров. Ну она больше, да, чем там, где мы шли Да, сейчас? конечно. Ага. В чем отличие? То есть здесь основной объем добываемого камня извлекается. Ага. Так, ну сейчас мы уже подходим, я так понимаю, да, к основному месту действия. Что я сегодня могу испытать на себе? Так, да, мы подходим к рабочему месту. Сегодня Руслан у нас попробует себя в роли горнорабочего. Так, горнорабочий чем у нас занимается? То есть это низшее звено, ну как не низшее звено, а первая ступень для освоения профессии проходчика. Ага. Вот. Горнорабочий исполняет те же обязанности, что проходчик, но в меньшем объеме производит бурение шпуров. Вот. Сейчас именно это ты попробуешь, возьмешь инструмент под руководством опытного рабочего, произведешь забуривание шпуров, чтобы впоследствии смогли их зарядить, взорвать. Все, понял. Все, вот это камера номер 2. То есть вот то, что я говорил про освещение, у нас налажено сейчас. Да, друзья, обратите внимание, действительно, вот здесь светодиодная лента и очень хорошо освещен сам рудник. То есть если, наверное, там вообще далеко, да, полностью протянуто. Будет видно. Вау.
Красиво. Можно фотать, да? А я сейчас, наверное, Дмитрий, можно вас попросить на фото сделать на память? Обязательно. Когда еще, да? В гипсовом руднике. Забуренный как раз забой, готовый к заряжанию. Это забой у нас на проходку вентиляционной сбойки. Вот это непосредственно плод работы проходчика. То есть забурено здесь 30 шпуров. Это норма сменная у нас одного проходчика. Потом приходит взрывотехник. Да, взрывник. Взрывник. Приходит, заряжает взрывчатку В каждой. в каждый шпур, Ага. подключает к сети и производит взрыв. Ага. Отсюда у нас получается выемка камня, Мгм. все, потом погрузка, А. вывозка. Почему-то я представлял, что это отбойными молотками вот так вот А вот так делает тоже? Или Нет. нет? как раз таки можешь обратить внимание, твой Сколько? рабочий инструмент на Да сегодня. ладно. Вот Да. это? Вот это у нас электросверло ручное, Мгм. в которое устанавливается штанга. Вот сначала вот такая для забуривания, Мгм. забурник так называемый Мгм. у шахтеров, и потом штанга на общую С длину ума 2 сойти. метра. Я смотрю, она выше меня, у меня рост Да, метр вот восемьдесят. таких шпуров проходчик должен за день 20 штук 2-метровых забурить. Это его норма выработки, ну, минимальная, так сказать, которую он должен сделать. А так шахтеры делают больше еще. А этот, когда жены просят прикрепить картину А, к стене, нет, там уже руки не работают. это. там уже Да. это не то, да? Нет, целый день работал же, все, Просто уже не можешь. на следующей неделе. Да-да-да, типа того. Друзья, ну прежде чем начать забуривание, нужно подключить, я так понимаю, вот этот трансформатор, да? Да, это аппарат пусковой шахтный на 2 электросверла, О, как на 2 быстро идет. рабочих места. Стоп! Да. Ага, да. Поехали. Сколько метров кабель? Уже почти до розетки. Сейчас к розетке подключат. Все, видимо. Ага. Все, да? Мало того, что здесь, я не знаю сколько, метров 50, наверное, если не больше. Все, он загудел. И тут еще, да, есть. Это тоже можно вытягивать. Так, нам одна Вытягиваем хватит? стопор. Да. И И вот так вот, да. раскручиваем, бухнем. Она под напряжением уже, да? Нет. А, нет? Здесь нет. Сюда направо, направо, направо. Направо? Да. Там готовый. Вот сюда. Сюда? Ага. Все, твое рабочее место. Здесь? Все. Готово. У меня в руках бур. Бур, правильно, да? Здесь наконечник сделан из победита. Так, диаметр мне сказали, я уже забыл. 43 миллиметра. 43 миллиметра. И здесь также, если его закусывать, то он ломается шплинт, и сверло идет в свободном вращении, да, то есть, чтобы не дергало, да, сильно. Так, ну сейчас узнаем, гипс это легко бурится или нет. Так. Что берем? Вставляем. Попасть. А, все и все? Да. То есть там не как в дрели, да, там никаких... Согласно паспорту ты должен наметить Метчиком? нет, ну, места бурения, Ага. где у тебя будут твои шпуры находиться. И в намеченное место устанавливаешь баран. И вот таким образом пытаешься забуриться. Серьезно? Да. Сначала пытаешься сделать. Это как бы стандартная процедура. Да, конечно. А если сделать какой-нибудь зубило? Ну да, можно. бывает, что делают насечку Ага. кайлушкой.
чтобы вот, туда маленько. Но в целом это, в принципе, Да, это рабочий процесс. Должен ты наметиться. ну давай попробую. То есть я Давай, намечусь. сначала возьми-ка его. Давай, кайлом, наверное, удобнее будет. Сделай. Вот туда, где ты стал, да? Да. Вот здесь? Делаю Да, один удар, да? Конечно. Хорошенько. Еще, Ещё, да? хорошенько, конечно. Ты же видел, как она елозит. Так, Давай. нормально? Еще? Ну, можешь попробовать. Слушайте, ну это, кажется, это не гипс, это гранит. Нормально? Давай, пробуй. Что здесь? Как он работает? Кнопка пускать, пускача. То есть сейчас ты берешь, направляешь. Можешь, да. Хорошенько. Ты- Возьмись, упор Ты сделай. как-то легко держал это. И вот так нажимаю, да? О, Отлично. пошла. Так, а как угол какой? Все Правильно? нормально. Бьем. Иногда вибрация идет, это нормально, да? А? Все отлично. Нормально? Так. Чуть-чуть приподнимай, чтобы он не висел на нем. Вот. И прям можешь опираться плечом. Руки-то уже это. Вот. Это Болят? ты еще буришь на средних шпурах, а есть еще верхние шпуры, которых ты буришь вот так вот на вытянутых руках. Ага. Да. И как я уже сказал, на этом забое 30 таких шпуров, которые ты за 7-часовую смену должен забурить. С ума сойти. Так. Продолжаем. Продолжаем. Фу. А отдыхать можно, да? Можно, но 30 шпуров запомни. Да, я уже запомнил. Так, сейчас. Такие люди нам нужны, неплохо идешь. Серьезно? А мне кажется, что на месте стоит. Возможно, возможно. Так, ну я это, меня сначала сегодня уже приглашали в кладовую Алёк мы. А? Давить сильнее, да? Ну-ка. А? Пыль сыпется, значит бурится. А, да? Ну да. Много или С ума сойти, целый. Сколько это? Это метр, да? Вот это? Да, метр. Или больше? С копейки, метр 20. Жестко. Вот это вибромассаж. А, сейчас я по ноге понял, что, ну, продвигается вперед. Да, упор надо. А когда меняется сверло? Когда вся зайдет? Нет, проверяешь после пробуривания, смотришь, если нету сколов, если в нормальном состоянии сверло пригодно. Не, имеется в виду на двухметровое. А, это да, то есть ты додавливаешь до конца и следующий. Фу, как будто этот вибромассаж по всему телу вообще.
Что, ты до конца хочешь додавить? Ну давай хотя бы, ну, 1,5 метра сделаем. Можно поменять уже или нет? Или надо вообще? Можно. Да? Да, маленько туда-сюда. Обратно. Еще на себя. Все, тормози. Все. И теперь вытаскивай. Да. Тяни. Все, нормально. Нормально. Ну, неплохо. О, метр. Метр Это только есть. метр. Да. Сейчас меняем на штангу двух. подлиннее. На 2-метровый. И продолжаем. Любой, да? Да? Так, я приеду домой и все картины повешу, которые должен был повесить. Туда сначала шпур. А, Да, ты с ну да, я думал, этим как уже же. не подымешь. Слушай, ну таким сверлом можно через пару этажей, да, делать Ну да. отверстие. Хорошенько направь. Прокручено. Вот. Все. Это я вот только просверлил, что ли? Да. И надо еще до сюда. Да, конечно. Смотрите, и 30, да, за смену. 30 таких. Здесь. Так, подожди-ка. Дальше. Все. Она сама заходит, да? Все. Ух, как будто ничего и не сверлил. Еще больше стало. Ой, мороз, не мороз, да. Слушай, когда поешь, так это вибрация такая. Ну как, хватило? Давай, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну, в целом, у нас же тут уже готовы есть, да? Это мы так как бы для вида. Ну вот же. мы же сняли. А, тут такие же, да, стоят? Но тут будет то же самое. А, будут? Будет, да. Это от предыдущего взрыва стаканы. А, Да. то есть, ну, мы не зря делаем эту дырку. Нет. Она пригодится. Да. Отлично. Фу. А сколько минут примерно уходит на один? Ну, у каждого по-своему. Скажем, по-своему. Ну, Кто, норма 20, да? 30? ну, вот этот забой 30 шпоров. Норма 30 за рабочую смену за 8 часов? 7 часов. За 7 часов. Ну, это тогда по времени серьезно выходит. Так. Она сейчас... Хорошо, пошла. Это что такое? А? Гипс попал. Давай еще. Да, пошла мать. А, то есть сейчас был такой момент, когда Ну да. почти, бывает, ну, сравнение, что было до этого, как по маслу пошло. Включение бывает, вот типа Мягкое, да? наоборот твердой породы. Наоборот, И твердый? где-то вот проткнул и опять пошел по гипсу. А, да, сейчас прям ощущение было такое, что Что-то попадало. она значит. легче пошла. Да. Здорово. Или второе дыхание. Ну, теперь, кажется, можно и до конца сделать. Да? Или нет? Наверняка можно. Наверняка можно. Там реально было такое ощущение, что где-то сантиметров 10, ну, 40, не. 40. Это 40? Это опыт. Это опыт? Конечно, Думаешь? конечно. Ты, наверное, начал работать корпусом, весом. Не, ну я до этого тоже старался. Ну, видишь. А, сейчас опять сложнее пошло. Да. Сейчас, ну надо до конца сделать. Вообще норма вот, да? Прямо. Ну, Или- это для верхов, это для врубовых шпуров, это для вспомогательных, это для контуривающих. То есть засечки сделаны. А сейчас у нас какой? Сейчас будет вот это. А, до сюда? Да. Чуть-чуть, оказывается, осталось. Так, поехали.
Я тебя заранее не обнадеживал? Ну, я думал... А, ты ждал, сдамся я или нет, да? Да. Все, достаточно. Всё? Сейчас зачищай, да. Несколько раз сюда, обратно. Еще обратно. Еще раз. Все, можно еще вынимай. Еще. Вынимай. На себя еще. Всё? Да. Все, тормози. Все, теперь снимай. Все время пугайся. И штангу вынимай. Вот, видишь, пыль сколько. И... Выкручивай. Вот так? Нет, ты ее подними маленько, ты заламываешь, наверное. О, давай, вот. И С ума теперь сойти. туда-сюда Еще? зачистить надо. Да, разворачивай. Вот этой? Да. Просто туда-сюда? Да. Туда закручивай. А, до конца идем? Во, до конца. Все, теперь прокрути. Как? Ну, да, и вытягивай. И чтобы пыль вышла. А, все, чтобы было чисто. Сколько раз? Ну все, Всё, да? достаточно. Да? Фу. Ну что, с почином. Первый шпур готов. Осталось 29. Осталось 29, да? Приглашаете уже, да? Конечно. Такие люди нам нужны. Не, это Мощный хороший сигнал. норматив, да? Отлично. Да? Просто замечательно. Ну вот надо, чтобы хватило на все. Ну это надо больше кушать каши. Больше каши. Слушайте, друзья, ну я вообще, во-первых, я не думал, что у меня, когда увидел это двухметровое сверло, думал, у меня вообще ничего не получится. Но в целом, вот как по ощущениям, руки, думаю, будут болеть. Вот здесь, в этой части, вибрация очень сильная. Это, хотя, наверное, кровь хорошо разгоняет, да? Ну, наверное, да. Вот, и в целом вроде получилось. И оказывается еще и с неплохим результатом. Все отлично. Ну, я думаю, теперь буду на гипс смотреть немного по-другому, буду знать, откуда он берется. Также, да, каким он может быть. Нет, каким трудом, да. Да. Ну, вам желаем новых, как сказать, покупателей, да, то есть, Да. ну, чтобы развитие бизнеса, развитие производства, ну и, конечно же, успехов в работе. Большое спасибо Да. за... Нужны, опять же, кадры. специалисты, кадры. Приходите Друзья, на работу. Если у меня получилось, я думаю, у вас точно получится. То есть это в целом производство достаточно интересное. Как видите, здесь просторно, чисто, да, и очень хорошая команда. Вам большое спасибо еще раз, Дмитрий. Давай так. Вот, это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. Мы сегодня познакомились в городе Алекминск с рудником гипсовым, с гипсовым рудником. До новых встреч в эфире. Пока.